Мы продолжаем программу, и сегодня мы с вами вновь возвращаемся в Великобританию. В нашей прошлой программе мы уже начали знакомить вас вот с этой территорией в составе Соединенного Королевства. Это Уэльс. Здесь живут валлийцы. Они тоже все поголовно практически говорят на английском языке, однако родным их языком является валлийский язык. До недавнего времени он был почти забыт в Уэльсе. И главные события, перевернувшие судьбу языка, произошли здесь за последние несколько десятилетий. Сегодня язык здесь в Уэльсе снова популярен, и эксперты говорят, что важнейшую роль в этом сыграло изучение валлийского в школах в качестве обязательного предмета. Вот посмотрите, это возраст 3-4 года, 5-9 лет, 10-14 лет. 90-е годы. Видите, максимум 25% детей тогда владели языком. Вот именно в этот период и был введен в Уэльсе язык в школах в качестве обязательного. И вот результат. Вот эта кривая – это уже практически наши дни. Заметьте, 10-14 годам уже почти 45% детей говорят на родном языке. И учтите, что вот здесь, ну, не только лица валлийской национальности. Язык, повторяю, учат все. Опыт Уэльса очень полезен для нас самих, в чем мы и убедились в Великобритании. Поздравляем вас! Вы взялись за родной язык, ведь вы, несомненно, валлиец. Теперь вы перестанете быть странноватой разновидностью англичанина и возьмете в руки ключ к собственной древней и богатой культуре. Из предисловия к самоучителю валлийского языка. Я не британец, я валлиец. Я скорее назову себя европейцем, чем британцем. Валлийцы не очень любят, когда их называют англичанами. У них есть на то свои причины. И они совершенно правы, потому что никакими англичанами они действительно не являются. Более того, для многих валлийцев Англия – это именно та страна, которая веками поглощала культуру, язык и саму идентичность людей, живущих в этом небольшом княжестве Уэльс. Титаническими усилиями валлийцы вернули себе язык, нацию, самоуважение. Апофеозом этих усилий, главным достижением, они считают полную свободу в собственной сфере образования. Валлийский язык теперь обязателен во всех школах страны. Даже если вы приехали в Уэльс совсем из другой страны, например, из Европы, вам все равно придется учить валлийский, вплоть до 16 лет. Таков закон. В Уэльсе сегодня огромное количество национальных школ, вот таких как эта. Здесь большинство предметов преподают на валлийском языке. И учатся здесь и англичане, и азиаты, и представители других, как здесь говорят, этнических меньшинств. Эта школа огромна даже для большого мегаполиса, а ведь мы с вами в данный момент находимся в маленьком валлийском городке. Это фантастика. Мы ведь поначалу были крохотной школой. И вот буквально за несколько лет школа выросла в разы. У нас сейчас уже 1000 учеников. И спрос большой, спрос только растет. Вот вам, пожалуйста, путь к успеху. В таких школах, как наша, будущее страны. Почему же он так популярен, валлийский язык? Неужели английский сдает свои позиции в Уэльсе уже настолько? Да нет, английский язык по-прежнему доминирует. Валлийский все еще плетется в хвосте. Однако необходимость быть именно двуязычным здесь ощущает каждый. Кардифф, столица Уэльса, город с более чем 300-тысячным населением. И как мы уже говорили в первой части нашего путешествия, у Кардиффа очень богатая и очень древняя история. Вот это, например, самый настоящий средневековый замок прямо в центре города. Впрочем, Кардифф стал городом, собственно, всего каких-то 100 лет тому назад. И вот чем больше рос этот город, тем больше росло стремление к самоопределению, к самоидентичности у местных жителей. Лет 20 тому назад они были бы не против, если бы вы назвали их британцами. Сегодня каждый из них предпочтет называть себя валлийцем. И, конечно, признаки этих перемен, если вы будете очень внимательны, вы увидите буквально на каждом углу в этом городе.
Двуязычие в моде. Иногда человеку, владеющему английским языком, здесь, все-таки в Великобритании, вспомним-ка, тяжело сориентироваться, где же он находится. Пойдите в любой гипермаркет, он двуязычен. Причем оговоримся, что этих коммерсантов никто не заставляет тратить деньги на это. Они просто поняли, куда они попали. Да мы и не думали о каких-то выгодах от этого. Дело в том, что мы как-то сразу поняли, что это нужно нашим клиентам. Мы работаем в разных странах мира, но в Уэльсе свое особое общество со своей особой культурой. И мы должны просто соответствовать ему. Даже демонстрации в Уэльсе обязательно двуязычные. Это агитация повсюду. И знаете, в чем проблема? Да вот в чем. Мы видели первую часть этой таблицы, но не видели вторую. Почти 45% школьников знают валлийский язык. Но вот что происходит далее. К 44 годам количество таких людей практически стремится к нулю. Их уже менее 15%. И что это значит? Во-первых, это исторический провал. Люди средних лет не учили язык в школах в свое время. Но это еще и главный страх для валлийцев. Потому что школа — это хорошо, но люди заканчивают школу. И что дальше? Дети изучают, конечно, язык в школах, но дома они зачастую на нем не говорят. Родители не знают языка, они учились в другое время, языка не было тогда в школах. И вот что мы делаем. В Кардифе у нас порядка 30 клубов по интересам по всему городу. Туда можно просто прийти и пообщаться на родном языке с друзьями. Aeth Gwenan bach I dirio mewn cwpwrdd am fagia rhad. Mae bagia newydd yn costio, a hi 'di cybydd mwy ar wlad. Так звучит поэзия на валлийском языке. Заметьте, какие места выбирают валлийцы для своих поэтических вечеров. Это обычный паб в Кардифе. И это не просто люди, пришедшие за пинтой другой. Это поэты. Раз уж молодежь так любит просиживать вечера за кружкой эля, так почему бы и здесь не совместить приятное с полезным? Поэзия должна стать частью жизни людей, валлийская поэзия. Она должна восприниматься как удовольствие. Ведь долгое время поэзией пичкали в школах, и молодые люди испытывали к ней полнейшую антипатию, потому что их учили этому против их воли. Поэзия должна быть развлечением, поэтому мы здесь. Рядом огромный сосед англичанин, на английском говорит практически весь мир. Валлийцы умудрились сохранить язык. Как они смогли это сделать, вещь абсолютно поразительная. Гелия Чукмарова, наша землячка из Татарстана, переехавшая в Лондон уже много лет тому назад. Она сопровождала нас в этой поездке и удивлялась вместе с нами. Она, как и мы, тоже почувствовала ингредиенты этого рецепта. Как же возродить себя из пепла? Во-первых, преподавание валлийского в школах обязательное. Вторая вещь очень важная, которая была сделана, как мне кажется, театр на валлийском языке. То есть это попытка вытащить валлийский вне школы и внедрить его просто в жизнь. То есть, как я сказала, театр, фильмы, телевидение, игры, компьютерные игры, их вывозят в какие-то лагеря туристические, там, да, то, что у нас, наверное, было пионерские лагеря в свое время. И там общение только на валлийском языке. Другая вещь, которая меня абсолютно искренне поразила, то, что этнические меньшинства, которых здесь в Уэльсе достаточно много, особенно в Кардифе, они направляют своих детей тоже учить валлийский язык. Они их направляют в валлийские школы, где валлийский язык первый вообще. Еще и сами изучают. И сами изучают тоже. То есть вот это вот вообще для меня какая-то штука просто поразительная. Очевидно, они видят перспективу. Город, в котором живет наша землячка, город, в котором так много англичан и так мало валлийцев, кажется, не замечает титанических усилий своих соседей. Здесь своя культура, свой язык, англичанам ни жарко, ни холодно. Им не нужно быть двуязычными. Однако находятся и здесь энтузиасты. В этот валлийский центр в Лондоне ежедневно приходит горстка людей. Они счастливы, что дожили до этих дней. Они учат язык, родной язык.
Думаю, я учу валлийский по той простой причине, что я ведь валлиец. Это был вопрос идентичности для меня. Я просто думал, мне всегда казалось, что я пропустил что-то важное. A'r hediad yw bason ni, neu bydden ni. Учитель валлийского языка в этой школе Гаррет Попкинс обычный англичанин. Впрочем, нет, не совсем обычный. Он полиглот. Мы спросили его на чистом русском языке. Валлийцы, понятно, а интересуются ли англичане такими языками меньшинства? И он нам на чистом русском и ответил. Англичан вообще, они вообще не интересуются языками, а если тогда они думают, лучше нам большой язык, скажем, который будет нам, может быть, на работе помогать, или когда мы отдыхаем на юге, в Испании, скажем, в Южной Америке. Соображения у них, как у русских в Российской Федерации, наверное, что они тоже очень часто не хотят выучить язык меньшинства. Я считаю, что должно быть язык в школе для всех, обязательно. В Уэльсе никто уже не сомневается в том, что некоторые вопросы в сфере образования не терпят принципа добровольности. Они уже нащупали свой рецепт долголетия и вряд ли откажутся от него. Тем более, что каждому жителю Уэльса он, кажется, пришелся по вкусу. У молодых людей у нас в Уэльсе появляется уникальная возможность значительно повысить свои знания вообще в языковой сфере. Это, безусловно, поможет им в изучении других языков, ведь это общеизвестный факт. Сегодня мы уже абсолютно уверены в том, что наш язык выживет, а ведь еще несколько десятилетий назад было много опасений по этому поводу. И вот вам пример того, как простая политическая воля помогла защитить культуру целого народа, его язык. Глядя на то, как валлийцы борются за свой язык и свою культуру, невозможно не замечать параллелей и с нашей действительностью. Научить ребенка языку в школе – это еще полдела. Сделать так, чтобы он полюбил свой язык, потянулся к книгам, к своей истории, не забыл всего этого впоследствии – вот задача для государства на будущее. Заметьте, Татарстан и Уэльс насколько далеки друг от друга, ничего общего, а какие схожие проблемы и задачи перед нами. В одном только у нас есть принципиальное различие. За время наших поездок по разным странам, где существует двуязычие, мы не заметили нигде лишь одной детали, так свойственной нам. Ни в одной из этих стран, ни в Испании, ни в Израиле, ни в Швейцарии, ни в Великобритании нет людей, а тем более групп людей, которые отрицательно отнеслись бы к преподаванию в школах двух языков. Знаете, что такое, например, валлийский язык? Это язык вообще не распространенный в мире. Фактически валлийским вы можете пользоваться только в пределах Уэльса. И при этом сотни тысяч людей в Уэльсе, далеких от валлийской культуры, учат валлийский. Причина простая – элементарное уважение к стране проживания. Вот чему нам нужно еще учиться, учиться и учиться.